Сейчас на территории нашей области, как и всего Казахстана в целом, проходит масштабная инвентаризация земель. Основная ее цель – это сравнение фактической площади сельхозугодий с учетом номинального земельного баланса. Иными словами, будет изучаться состояние земель, наличие неиспользуемых участков, выявляться качественные характеристики сельхозугодий и многое другое. Стоит отметить, что это весьма трудоемкая, но очень необходимая и важная работа. Об уникальности этого мероприятия говорит хотя бы тот факт, что в таком крупном масштабе и на системной основе такие работы будут проведены впервые за годы независимости. Но важность инвентаризации не только в том, что будут обновлены информационные базы, и мы получим более точные данные о земельных участках. Информация станет стартовым показателем, в том числе при изъятии земель у нерадивых пользователей. А подобных примеров в Акмолинской области, к сожалению, немало. Некоторые собственники земель словно собаки на сене. Никаких средств в участки не вкладывают, тем самым приводя их в негодность, но и другим пользователям их не передают. В итоге складывается парадоксальная ситуация. Земли у нас предостаточно, а свободных участков мало. Есть инвесторы, в том числе и зарубежные, желающие заняться бизнесом в нашем регионе. Но земельных участков мы им предоставить не можем. В итоге все старания по улучшению инвестиционного климата сводятся на нет. Есть и другие грани у этой проблемы. Налог за использование земли сравнительно небольшой, и пользователи могут иметь участки документально, но фактически не ведя с ними никакой работы. Поэтому значение инвентаризации очень высоко. В этом убедился наш специальный корреспондент Марат Токмагамбет. Тема, которая всегда интересовала многих, проблема, которая уже долгие годы не теряет своей актуальности. О нехватке земельных ресурсов в стране, занимающей 9-е место в мире по площади, говорят давно. Активно действуют в решении проблемы путем проведения инвентаризации земель. В 2012, 2013, 2014 годах будет проводиться крупномасштабная инвентаризация земель сельскохозяйственного значения. В этом году 30,5 миллиона гектаров – это очень большой объем. И такой масштабной работе мы в целом по стране проводим впервые. За минувший год в области выявлено 1,5 миллиона гектаров неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Сейчас уже ведется работа по их возврату. Настораживает то, что большая часть земель просто никак не используется. Тут одна проблема – поднять налог на использование земли и все. Который неправильно используется, или не по назначению используется, и проблем не будет. В этом году начаты работы по инвентаризации земель для индивидуального жилищного строительства. Именно эти работы вызвали на минувшей неделе большой резонанс, поскольку в целом по республике сроком завершения инвентаризации определено 1 июня текущего года. Полномасштабные мероприятия идут. На сегодняшний день 70% работы мы провели, то есть охватили 70% тех земельных участков, подлежащих инвентаризации. Не все в порядке с процедурой выделения земельных участков для ИЖС. В частности, в Кокшетау в очереди на землю стоят порядка 8 тысяч человек. Сама же очередь в последние несколько лет практически не продвигается. Сейчас, в данном случае, предоставление земель для индивидуального строительства на территории нашей области, так сказать, не ведется по причине того, что в соответствии с законодательством предоставление земельных участков для ИЖС, то есть земельный участок, простыми словами сказать, гражданин может получить только подготовленный земельный участок, то есть должна быть там соответствующая инфраструктура, свет, вода, электроэнергия, ну и, естественно, должен соответствовать генеральному плану. Из 25 тысяч земельных участков для ИЖС около 12 тысяч находятся на территории самого приближенного к столице района Целиноградского. Типичный закон рынка. Свободных земель в черте города Кокшетау тоже нет. Процедура возврата участков в пользу государства довольно сложная, говорят юристы. Она в очередной раз напоминает о несовершенстве земельного кодекса. В судах тяжело доказать то, что земля не используется. Как правило, у нас, если же это пашня, то тут нет вопроса. То есть земля распахана, видно, что человек не использует или не использует, скажем, или распахана или нет. Но, скажем так, если это пастбище, вот тут возникает трудность, то есть как доказать, что пастбище не используется. По словам Азамата Исмуханова, в случае с землей под ИЖС имеет место неправильная трактовка земельного кодекса в местных исполнительных органах.
которая приводит к недовольству населения. Лица, которые подают заявление, ставятся на специальный учет. То есть после чего по мере подготовки площадок, то есть когда вот земельные участки обеспечатся инфраструктурой, то есть водоснабжением, электроснабжением, теплоснабжением, только после этого, скажем так, да, они могут удовлетворяться, скажем так, да. Но в отдельных случаях этого не делается, что приводит к таким последствиям. Такие проблемы не дают гражданам с оптимизмом смотреть на возможность бесплатного получения 10 соток земли, которая предусмотрена законом и полагается каждому казахстанцу старше 18 лет, не имеющему собственной недвижимости. Весомые помехи отсутствия свободных земель создают и для строительства социальных объектов. На сегодняшний день не отработан вопрос по пригородной зоне города Кокшетау, также городов и районных центров области. Есть опасения, что низкий уровень работ по инвентаризации может привести к срыву их графика. Марат Окмагамбет, Василий Бережников, Даниар Жумагулов, Апта.